Массовые антироссийские выступления в Грузии побуждают нас более пристально взглянуть на не столь уж короткую историю российско-грузинских отношений. Мы видим, что Грузия выдвигает в адрес России множество обвинений, причем обвиняет ее во всех смертных грехах, не гнушаясь откровенной фальсификацией истории. Одним из таких примеров служит всем нам знакомый блогер по прозвищу «Злой грузин». Давайте послушаем, что он говорит. Грузины воевали и с византийцами, и арабами, и с монголами, и с персами, и римлянами, и османами, и с турками, и с хазарами воевали. А последние 200 лет они воевали с Россией. Да что ты, черт побери, такое несешь? Последние 200 лет? Да. После того, как мы ошиблись, подписали Георгиевский трактат. Ну, может быть, я не знаю, это была ошибка или нет, вам виднее. Ошибка? 200 лет, когда на тебя нападает тот страна, которому пришел за помощью, и он потом порабощает тебя и начинает тебя угнетать, это называется ошибка? Это нет, это называется зло. 200 лет это... Ну, я не возьмусь рассуждать по этому поводу, я далек от этого, поэтому зачем? Я понимаю, далеки от этого, я понимаю, что вы далеки от этого. Это еще раз удручает мое понимание насчет России. Я думаю, что там хоть есть начитанные люди. Почему? Справедливые. Ну, удручает, потому что вообще не в курсе истории Грузии, который 200 лет считается вашим соседем. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Однако множество исторических фактов говорят об обратном. А именно то, что непосредственно Грузия являлась союзницей России в войне против кавказских горцев. И сейчас мы с вами это детально разберем на примере совместных российско-грузинских столкновений против осетин. В 1801 году Грузии как единого государства не было. Была Эмеретия в составе Османской империи и Картли-Кахетия в составе Персидской. Грузинские цари признавали свой вассалитет не всегда с охотой, поэтому пытались уйти под протекторат России, то есть были банальными сепаратистами. Действительно, с точки зрения тогдашних грузинских царей, а затем и русской администрации, Южная Осетия являлась территорией Картли-Кахетии. Но насколько сами осетины признавали над собой власть грузинских князей? Вот список известных выступлений осетин после якобы присоединения Грузии, которые вынуждены были подавлять русские войска. 1801 год, 12 сентября. Манифест Александра I о присоединении Грузии к России. 1802 год. Первая карательная экспедиция царских войск в Южную Осетию. 1803 год. Верховное грузинское правительство вернуло помещикам Эрестовым имение Ксан. 1804 год. Крестьянское восстание в Тиулетии, Южной Осетии. Поражение Рышкина полка. 1807-1808 годы. Крестьянские волнения в Южной Осетии. 1809 год. Восстание крестьян Ксанского ущелья против помещиков Эрестовых. 1810 год. Восстание крестьян в Южной Осетии против помещиков и царского самодержавия. 1812-1813 годы. Крестьянские волнения в Южной Осетии. 1817 год. Карательная экспедиция князя Эрестова в Южную Осетию. 1820-1821 годы. Карательные экспедиции в Южную Осетию. 1830 год. Восстание крестьян в Южной Осетии и карательная экспедиция Ренинкампфа. 1836 год. Карательная экспедиция Герича в ущелье Большой Ляхвы. 1838 год. Карательная экспедиция в селения Мзиф и Сихта. 1839-1840 годы. Карательные экспедиции в Мзиф и Багиаткаре. 1841-1842 годы. Крестьянские выступления в Южной Осетии. 1848 год. Крестьянские выступления в Магландвалете. 1850 год. Крестьянское восстание в Рукском и Магландвалетском ущельях и отправление туда карательной экспедиции. 1852 год. Освобождение крестьян Южной Осетии от крепостной зависимости помещиков Мачебели и перевод их в разряд казенных крестьян.
1864 год, 8 сентября. Отмена крепостного права в Тифлисской губернии. Иначе говоря, малочисленное население Южной Осетии восставало против властей Грузии, в состав которой якобы входило примерно каждые 2-3 года на протяжении полусотни лет с момента присоединения Картлик-Кахетии, пока русское правительство, наконец, не признало, что просто устало посылать в горы карателей, чтобы заставлять осетин подчиняться своим, в кавычках, хозяевам. Осетины завоевали свое право на свободу за 9 лет до формальной отмены крепостного права в России и за 12 лет до отмены оной в Тифлисской губернии. Конечно, все сказанное выше очень упрощено, и действительно, с точки зрения реалий международного права того времени, Южная Осетия была в составе Грузии. Вот только осетины в 1801 году были как-то очень не в курсе. И даже спустя полвека восстаний, как писал Коста Хитагуров о своей родине. Приставы из грузин, назначавшиеся в Нарскую котловину, благоразумно уходили на родину, чтобы не быть подстреленными по примеру своих предшественников. Отдельно хотелось бы рассказать об упомянутом выше поражении полка Рышкина в 1804 году. Данное событие является абсолютно забытой страницей истории Осетии. Дело началось с ограбления осетинами-тагаурцами неких армянских купцов в районе Ларса. Дмитрий Цицианов, Цицишвили, астраханский военный губернатор и видный деятель российской администрации на Кавказе, потребовал вернуть отнятое. Осетины отнятое вернули, но не все. Тогда Цицишвили приказал запереть тагаурцам дорогу на Грузию, а моздокскому губернатору не пускать их на линию, где они свое пропитание доставали. Однако тагаурцы, в общем и один из их старшин, Ахмад Дударов, оказались не лыком шиты. Дударов собрал людей, и они стали не только грабить проезжающих через Дарьял, но и нападать на военные команды. Цицишвили все равно не считал действия осетин чем-то серьезным и угрожающим, распорядившись отправить против них из Ананура роту Севастопольского полка и милицию из грузин-тюльцев. Командовать всей этой операцией было поручено подполковнику Тарнике Ристову вместе с братьями Елизбаров и Шанше. Цицишвили рассчитывал, что они смогут договориться с тагаурцами, а если не смогут, то у них был приказ карать, колоть и рубить осетин без пощады, жечь все их жилища, а затем привести к присяге и заставить принять на себя сопровождение почт от Владикавказа до Казбека и обратно, не чиня ни малейшего вреда нашим проезжающим. Рота и милиция выступили, но дело приобрело вскоре несколько иной оборот. Тагаурцев поддержали осетины по ту сторону Кавказского хребта, уставшие от произвола и злоупотреблений властей. Эристов запросил из Владикавказа в Балту еще одну роту. У Шанше помимо этого было еще 570 человек. В общем, чтобы не грузить лишней информацией, тагаурцы осадили Ларс. Находившаяся в Ларсе рота Казанского полка держалась больше месяца, так как тагаурцы решили применить тактику изматывания противника и просто ждали, когда он станет голодать. Расчет оказался правильным. Солдаты в конце концов стали пухнуть и умирать от голода, и тогда командующий ротой Щеголев отступил во Владикавказ, чтобы спасти остальных. Контроль над Дарьялом перешел в руки тагаурцев. Соответственно, они стали контролировать и важнейшую для русских дорогу в свой кавказский форпост – Грузию. Вслед за этим тагаурцы взяли Степан-Цминду. Затем очень важный ламийский пост, что открыло осетинам дорогу непосредственно в Карталинию. Тифлис был в панике. Тут же возникли слухи и о лезгинах, собирающихся атаковать грузинские поселения. Правитель Грузии князь Волконский стал укреплять город на случай осады, строить батареи и тому подобное. Страхи, судя по всему, были преувеличены. И будь у Волконского нормальная разведка, он бы принимал более правильные решения. Но тут, очевидно, сказался и фактор грузинской паники, а потому Волконский, заперевшийся в Тифлисе, вызвал из Владикавказа на подмогу против осетин и якобы примкнувших к ним иным этническим элементам целый казачий полк. Звался он или полком Рыжкова, или полком Рышкина, последнее более вероятно. К нему была присоединена и партия рекрутов. Так как дорога через Дарьял уже российской администрацией не контролировалась, а контролировалась тагаурцами,
Турышкин полк пошел через Куртат, Алагир и дальше к Рукскому перевалу, в Южную Осетию. Шел быстро, потому что осетины в тех местах никаких препятствий ему не чинили, на что Цицишвили израсходовал до 500 червонцев, и тагаурские деяния их, очевидно, не вдохновили. Полк вышел к Рукскому перевалу и перешел через него в Южную Осетию. Дальнейший маршрут пролегал через Цхинвал. О последующих передвижениях я нашел мало информации, но потому что читал, из Рука полк сумел дойти только до Дзамага. Убаюканные до сих пор спокойным маршем, солдаты шли без особых предосторожностей. Небольшой отряд оторвался от основной массы и ушел вперед. Этот отряд был отрезан свалившимися на полк, как снег на голову, осетинами сразу же. Последовали бои в окрестной лесной местности. В результате этих боев российский полк был осетинами уничтожен и прекратил свое существование. Вот такая вот история. Эти события имели место в Южной Осетии 217 лет назад. Теперь, проезжая по Транскаму через указанные места, вы будете об этом знать. Сегодня в Грузии активно стараются, как сказано было мною в начале видео, фальсифицировать историю и отказываются признавать ту активную помощь Российской империи, которую она оказывала Грузии в борьбе с ее внешними врагами. И когда вы будете слушать очередных недополитиков, псевдоисториков и клоунов-блогеров о том, что якобы Россия притесняла Грузию и ни в чем ей не помогала, просто вспоминайте хотя бы эту историю, которую вы сейчас услышали. В дальнейшем я планирую выпустить еще несколько видео об участии Грузии в союзе с Россией в Кавказской войне. Всем спасибо за просмотр. А с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.